Спустя сутки мы вновь приехали на место страшной трагедии. Здесь все напоминает о вечерней аварии. На месте, где столкнулись УАЗ и Мерседес, видны следы копоти. До сих пор чувствуется запах гари. Ограждения вдоль трассы тоже повреждены. Вероятно, они горели. Недалеко от места, где перевернулся УАЗ, мы обнаружили медицинские перчатки. Врачи здесь же оказывали первую помощь пострадавшим. А это кадры, снятые через несколько часов после аварии. Груда искореженного металла, все в дыму и копоти. От УАЗа практически ничего не осталось. Мерседес отбросила на несколько метров. Пробка в обе стороны, которая рассосалась только спустя 3 часа. Сотни автолюбителей стали свидетелями жуткой трагедии. Я уже стою 3 часа. Непонятно, когда поедем. Инспекторы там работают, ничего нам не говорят. С 5 часов вот там стоим. С Кузайкина потихоньку сюда добрались. Вообще в курсе, что произошло? Сказали, что авария. Когда мы подъехали, уже огня не было. По данным ГИБДД, за рулем иномарки был 23-летний молодой человек. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, не рассчитал скорости, лоб в лоб столкнулся с УАЗом-буханкой. В результате взорвался газовый баллон, установленный на отечественной машине. Оба автомобиля вспыхнули за считанные секунды. Огонь было видно за 20 километров. Шокирующие кадры облетели все соцсети. Очевидно, люди не смогли выбраться из УАЗа и сгорели заживо. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz 2000 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершая обгон, не убедившись в том, что полоса движения, на котором он выехал, свободно и достаточно для обгона расстояния, совершил столкновение со встречным автомобилем марки УАЗ. По предварительным данным, автомобиль УАЗ зарегистрирован в Бугульминском районе и числился за строительной компанией «Спецрегионстрой». 59-летний водитель вез 2 пассажиров с рабочей смены. Водитель иномарки уроженец Башкортостана из города Октябрьский. Выяснилось, что за последние 2 года он 21 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Это и превышение скорости, и обгон, и проезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «Мерседес» имеет стаж водительский 5 лет. За последние 2 года он 21 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ проводятся первоначальное проверочное мероприятие, опрашиваются очевидцы, проводятся необходимые исследования, изымаются необходимые медицинские документы. По данному материалу будет дано окончательное суждение, будет принято соответствующее процессуальное решение, предусмотрено статьями 144-145 УПК. Скорее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело, предусмотрено статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель иномарки сейчас в больнице, у него ожоги рук, состояние стабилизировали. 32-летний пассажир УАЗа с переломами тоже был госпитализирован. Позже его выписали на амбулаторное лечение. Обследованы, полностью оказана вся необходимая помощь. После оказания помощи один пациент был госпитализирован, хирургическое отделение. 2-й пациент, оказана амбулаторная помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. После проведения необходимых экспертиз и проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Аделя Закирова, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район.